Дади Халшин. Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал, гости моего канала и подписчики мои, и старые, и новые. Я вижу по моим подпискам, у меня подписываются каждый день новые и новые подписчики. Я вам всем очень благодарна, что новым, что моим стареньким. И большое вам спасибо за такие приятные комментарии. Немножко я начну с этого. Эти 2 дня действительно я читаю, но отвечаю уже поздно. Вы сами замечаете, что я поздно отвечаю. Но просто нет времени, вы меня поймете. У нас такой, сказать, месяц идет к завершению. Именно к завершению уже месяца Рамадана у нас, у мусульман, очень много бывает дел по хозяйству. И поэтому я не успевала и отвечать, и не успевала выходить на связь, что-то снимать. Большое вам спасибо, я вам очень благодарна и за то, что вы так откликнулись на комментарий, который мне написали о нелюбимой дочери. И я вам благодарна. Я даже горда тем, что я даже своим детям говорю: видите, как за меня все горой стоят. Большое-большое вам спасибо, я вам очень благодарна. И сегодня вещаю, как видите, я из огорода. Друзья, огород зарос. У меня такого заросшего огорода давно-давно не было. Я не успеваю. Все-таки даже еще и YouTube у меня, конечно, очень много времени отнимает, если я начинаю там много снимать или монтировать или что-то. Сами знаете, мальчики работают, но, алхамдулилла, они работают, я рада, потому что хоть что-то да будет, потому что все вчетвером они сейчас уходят на работу. Хоть какая-то копейка да будет в дом. Так, еще вчера хотела зайти в огород, но до обеда, как всегда, конечно, до обеда я не успеваю ничего, потому что пока я приберусь, пока там с коровой, с цыплятами, все это уже приходит время дневного намаза, пока сделаю намаз. И вчера только собралась зайти в огород, такие тучи набежали, такой ветер был страшный. Я обратно зашла, и сразу через какое-то время пошел дождь. И сегодня тоже, вот видите, уже 2 часа дня, если честно, даже не то, что это. Сегодня немножко больше задержалась по дому, пока там управлялась. Сами знаете, что много делов по хозяйству. И так, прервали меня, звонили. Видите, сейчас я переверну камеру и покажу, что у меня происходит в огороде. Все заросло, друзья. Ну, ладно, я вам сейчас себя показала, как бы. Покажу, что творится у меня в огороде. Не успеваю, действительно, ничего не успеваю, друзья. Поэтому и сын говорит: ничего не сажай. Ну, ничего, еще не опаздываю, догоню. Все, догоню. Уже закончится, будет сил побольше, и потом успею все догнать. Просто сейчас действительно у меня к вечеру вообще немножко я увядаю, сил бывает мало, поэтому я так и не успеваю. Во-первых, несколько дней готовились к гостям, потом после гостей, как вы знаете, тоже бывает много работы. Вот так чуть-чуть запустила, а теперь опять дождик. Ну ничего, все потихонечку сделаю. То, что не успела, будет стоять, как не успела. Теперь я научилась немножко не нервничать, а то очень сильно раньше нервничала, когда что-то не успевала. Сейчас переверну камеру и покажу вам все. Так, будет у меня экскурсия по огороду, как бы. Вот смотрите. Тут у меня посажена петрушечка. В прошлом году петрушку я сажала аж 4 раза. Она у меня такой маленький, только кусочек зашла. Машалла, эти 4 ряда, как видите, зашли дружно. Но сорняка, как видите, навалом. Ну, эти 3 ряда, правда, без ничего. Их можно просто прополоть. И, по-моему, так, в один ряд я сажала щавель. Вот в прошлом году тоже щавелем воевала. И тут я в этом году тоже, по-моему, щавеля нет. Не знаю, 2-й год сажаю, не могу с щавелем справиться. А когда-то, как я рассказывала, на щавеле я делала денежку даже, друзья. Так, ладно, пошли дальше. Это у меня руккола. Я очень люблю рукколу. У него такой остренький вкус. Я ее обожаю. Эти 1,5 ряда у меня руккола. Правда, густо посеяна. Потому что в прошлом году тоже у меня руккола всходила так редко-редко только. Это у меня шпинат тоже, видите? Ну, где-то тоже, ну, ряд получится, если все вместе шпината. Вот он шпинат. Так, это у меня крест-салат. Да. Это крест-салат. Тоже я его люблю, обожаю. Зашло, рада.
Это редисочка. 3 ряда, вот хорошеньких 3 ряда. Тоже взошло, но... Так, тень. Но полоть, конечно, видите, надо. Видите, у нас очень быстро подсыхает. Вот всю ночь шел дождь. И буквально вот солнышко даже вышло только часа 2 как. Утром тоже было так пасмурно. Но уже земля просохла. И редисочка такая вот уже... Сейчас вам покажу. Видите, какая уже? Уже можно потихонечку даже рвать. Вот, будет своя редиска скоро. Так, пошли дальше по экскурсии. Значит, это у меня, помните, мне присылала лук семейный такой. Машаллах, хорошенький такой взошел. Прямо вот я радуюсь. Хороший лучок оказался семейный. А это чеснок яровой. Вот первый раз, который я сажала. У меня никогда не было ярового чеснока. Правда, он такой хиленький, но говорят, яровой чеснок не бывает крупный. Вот будем знать. Так, вообще-то мне сестра тоже обещала приехать и помогать. Вот она любит очень делать прополку вот именно на мелочах. Ставит себе стульчик и пропалывает. Ей очень нравится. Ей сын дома не разрешает заниматься этим делом, так она всегда напрашивается ко мне: давай я тебе помогу, давай я тебе помогу. Мне жалко все-таки ее, она намного старше меня. Между мной и сестрой 13 лет разницы. И она болеет сахарным диабетом. Но ей очень нравится вот, и огородиком заниматься, и чем-то. И она ко мне приезжает и помогает мне по огороду, если честно. Говорит, я ей говорю, что вот так и так сын меня поругал. Я говорю, не хочет, чтобы я сажала что-то. Ну, не что-то, а чтобы я все не сажала. Ну, рассказала всю историю, как и вам. Она говорит, нет, сажай, я буду приезжать, помогать. Единственное, говорит, картошку я не люблю полоть и окучивать. Остальное я буду тебе помогать. Она, правда, работает у меня, но у нее 3 суток даже она дома, сутки работает. Поэтому, говорит, я буду приезжать и буду тебе помогать. Сажай все. Вот так вот. Это лучок, который я еще весной посадила. Как видите, тоже хорошо зашел. Чесночок. Видите, чесночок тоже. Вот везде нужна просто прополка. А так, вот, все хорошо. Это листья салата. Рядок, видите, я вот сажала. Правда, я посеяла его густо, потому что в прошлом году тоже я бы воевала с этим, как его, салатиком. Так, картошка понемножечку всходит, как видите. Видно? Вот, картошечка всходит. Там еще пусто у меня. Так, опять звонят. Ой, друзья, Танзила звонит. У нее огромный заказ для меня. Я, говорит, мама, не успею. У меня очень много заказов. Представляете, мне нужно 27 пакетов мант делать. Вот, поэтому звонит сейчас. Не знаю, смогу ли я, успею ли я. У меня и так столько делов, друзья. Так, ну пойдемте, ладно, дальше. Сначала покажу вам объем моей работы. Но, правда, я сегодня много чего не успею. У меня много работы и на ужин. Заказов много. Единственное, друзья, у меня и в прошлом году, и в этом году не всходит морковь. Хотя не то, что в этом. Она практически у меня никогда и не всходит, и не получается. Так, видите, это прошлогодний лучок, но уже в силу вошел. Уже я его могу рвать. Он такой маленький был, меленький, поэтому... Такой хиленький, но он бы хорошо в головку, если бы его оставить. Может быть, даже я его этого не буду рвать, а буду рвать с той стороны. Этот на головочку оставлю, потому что он такой был меленький-меленький. А из меленького, как вы знаете, хорошо получается головка. Так, дальше. Это тоже огромные 3 ряда, как видите, лучка. В этом году я сажала. Зашел превосходно. Зашла свекла тоже, видите, зашла. Пучками как-то она взошла. Просто здесь, по-моему, муравьев много. Наверное, мне надо было сначала муравьев потравить, потом только сажать морковочку. Вот этот вот ряд был весь посажен у меня морковкой. Но я даже ни одной морковочки не вижу, чтобы она взошла. Не знаю, в этом году буду ли я еще раз пересеивать, воевать с ней. В прошлом году я 1 раз посеяла и больше пересеивать не стала, потому что я устала с этой морковкой воевать. Так, дальше. Смотрите, у меня тут есть небольшой участок с клубникой, но он тоже в плачевном виде. Тут не видно ни клубники, ничего, если бы она не зацвела. Видите, насколько я опаздываю, насколько я плохая хозяйка. И везде сорняк прет, под деревьями тоже.
Но здесь я полоть не буду, я его этим, как он называется? Короче, от сорняка попрыскаю. Когда я включаю камеру, я забываю все слова. Так, вот видите, вот тут я хочу посадить свеклу. Фу ты, черт, свеклу. Тыкву. Участок, видите, пустой лежит. Вот тут вот 2-3 лунки сделаю, посажу тыкву. И она по забору пойдет вот так. Вот видите, сколько травы у соседей. Так, тут, по-моему, соседей уже 7-я ночь. Как быстро время идет, а? И здесь я тоже тыкву посажу, но от сорняка попрызгаю этим. Тоже раунадап, по-моему, называется. Короче, так, вот так вот. Это вы сами знаете, что. Не буду называть. Все. Так, черешня. Смотрите, какая черешенька пошла. Ой, хоть бы не было заморозков и града. Прямо обсыпана черешня. Это черешня, которая в огороде. У меня 3 черешни здесь в огороде. И они вот все прямо обсыпанные, друзья. Это радует. Так, груша тоже, как видите. Видите, груша есть. Но это дерево такое, знаете, оно прям на бок скосилось. Вот так вот. Это дерево тоже, друзья, я вам расскажу об этих деревьях. Не черешня, черешни мы купили, а вот алычи, 3 алычи, вот это дерево груши, вот это дерево, это то ли шпанка, то ли вишня, я точно не могу вам сказать, но скорее всего вишня, потому что не шпанка, тоже, видите, хорошо. Эти деревья были куплены моим мужем в день его смерти. У него где-то 22 деревца, по-моему. Вот эти деревья тоже были куплены им. Посадить он их не успел. Мы их потом посадили. Они были маленькие-маленькие тростиночки такие. Прям вот, ну, метр, наверное, всего. А вишня так плодоносит. Такая вкусная. Я ее так люблю. И всегда ем. Как бы за него. Извините, все время про него вспоминаю. Вам, наверное, уже надоело. Но это так. Это деревья, которые купил он. Мы их посадили. Так, это вот картошка, которая оставшаяся прошлого года. Когда, помните, я же говорила, что лошадь у меня съела всю картошку, и мы ее как-то, ну, она и съела, и потоптала, тогда была грязь, и мы не знали, где что, потому что ряды все исчезли из-за того, что она тут все вымесила мне. И трактор, видимо, перетаскал, когда перекапывал землю, перепахивал землю, и вот так вот эта картошка по всему огороду зашла. Но мне ее придется, наверное, когда буду сажать тут огурцы, что-то такое, убирать. А кое-какие кусты я ей оставлю, что не будет мешать. И они первое время быстренько мы их съедим. Так, и недавно я посадила горох. 1 ряд. Я очень люблю горох, друзья. Каждое утро обычно захожу в огород и ем горох. Так, понемножечку я вижу всходит. Вот, видите, понемножку всходит. И здесь я еще посадила фасоль, спаржевую фасоль, но что-то она всходит, но очень плохо. Вот, опять эту свою лошадь привязали мне здесь. Вот прямо здесь привязали. Она опять сетку разорвала. Пока снова я не сказала, чтобы убрали. И лошадь тут тоже вот побывала, свои ножки оставила. Вот так вот, друзья. Ну все. А теперь я хочу посадить кое-что первым делом. И, наверное, немножечко тоже прополю. Не знаю сколько. Ну, 1-2 я могу поработать. А потом же мне нужно уже заниматься ужином, ифтаром. Все-таки кормить нас сколько получается. 5 парней, которые приедут. Я и мама. На 7 человек. Вот на 7 человек мне надо приготовить. Все это сделать. Я надеюсь, мне немножечко сил все-таки хватит. Вот. Ой, не знаю, когда мне все этим делать. Если я еще сейчас займусь мантами. А 27 килограмм мант это все-таки немало. А еще и по дому много чего надо. Мне и по рынку, мне и на рынок надо было несколько раз поехать до праздника, чтобы заранее чуть-чуть прикупить, что надо, чтобы у нас предпраздничные рынки, базары, магазины, друзья, бывают переполнены. Яблоку некуда бывает упасть. Настолько бывает много людей. В прошлом году же мы вообще не отмечали из-за этой пандемии. И поэтому в этом году
люди, наверное, захотят развернуться вовсю, отпраздновать вовсю. Вот. Хотя я не буду так шикарно накрывать на столы, друзья. Я не буду, наверное, как-то слишком много чего покупать. Ой, ну вот перевернула камеру, поговорю с вами немножко и начну сажать. Я не буду, я, скорее всего, не буду, потому что, вы знаете, ко мне не так много людей заходят, потому что у меня в доме нет невестки, у меня в доме нет дочери. И чтобы меня не беспокоить, молодежь тем более не заходит, приходят так, поздравляют меня с праздниками и уходят. Заходят, конечно, но не так много людей, чтобы прям вот шикарные столы накрывать. Да, когда мои дочки были дома, мы накрывали очень шикарные столы, были большие расходы. Хотя я и накрываю каждый год, но очень мало людей заходит, и мне бывает жалко. Конечно, ничего не пропадает, мы потом это все съедаем, но все равно лучше же свежее, чем вот так вот. В принципе, я купить все куплю, а как раньше не буду много-много готовить, буду готовить по мере поступления. Вот такие у меня задумки. Вот на первый день приготовлю, если кто-то зашел, закончилось, приготовлю на второй день еще раз, и вот так вот. Готовят, конечно, у нас очень много на праздники, люди заходят очень много. Но опять повторюсь, вот где в доме есть девушки, где есть в доме снохи, туда заходит все-таки больше. А так приезжают, поздравляют, и чтобы там меня не беспокоить, ну и таких, как я, одиноких, тоже уходят. В основном, ну так-то, конечно, и заходят, и сидят, и общаемся мы, и угощаю я их. Но в основном вот такие вот дела. Ладно, не буду зря у вас отнимать время, да и у себя тоже. Сейчас покажу, что хочу посадить, и пойду дальше. И вы знаете, когда вот я уже опять 2 дня ничего не снимаю, ничего не выкладываю, и мне так сначала начать трудно, а потом, как только начинаю, включаю камеру, мне так кажется, как будто бы я вас вижу с той стороны, и такое впечатление, что я действительно разговариваю с вами, как будто бы я вас вижу. У меня даже настроение поднимается, когда включаю. Вот заставить меня через какое-то время включить камеру бывает трудновато. Вот сделала небольшой перерыв, снова снимать как-то бывает не так, а только включаю камеру, и уже мне бывает, меня не остановить, как бы меня прорывает. Спасибо вам большое за обратную связь. Еще раз я вам благодарна. Сейчас покажу вам, что буду сажать. Так, и, друзья, у меня тут было, я же говорила, много мусора, много навоза, много чего собрано. Уже 2 тележки выкинули, 3-я, вон, как видите, собрана. Еще 1 тележка будет. И вот эти деревья надо будет выкинуть, которые мне сын обрезал. Так что у меня скоро будет здесь порядок. Тоже я очень нервничала, что здесь много накоплено мусора, что здесь много накоплено этого навоза. Это все вынесется наконец-то. Просто за всю зиму у нас сломалась эта тележка, никак не получалось ее сделать, никак не получалось дозваться тракториста. И поэтому мы вот так вот набрали. Больше не будем так много набирать, надо по-быстрому. И раз сюда подошла, покажу вам своих курей, уточек. Вот они, мои хорошие. Хайот. Видите, он кучерявенький какой у меня петушок, красавчик. Видите, какой? Вот и мама золотой. Еще один кучерявый. Только у него никак не отрастает хвост. Он у меня заскочил в котельню и обжег свой хвост еще зимой. И что-то он у него плохо растет. А этот птичок прям красавец, как видите. Ой, холесенький. И несколько птичек таких у меня тоже вот маленьких. От него, наверное, есть кучерявых. Вот какой ты еще красавчик. Вот мой золотой. Вот так. Зелено, красиво, деревья, небо голубое, облака. Кто сказал, что жизнь плоха? Все хорошо. Все будет хорошо. С помощью Всевышнего. Так, ну все, ладно, пошла в лирику. Так, ну и вот что буду сажать. Тыкву. Так, еще тыква. Так, посажу кабачок вот такой вот.
Еще такой кабачок. И такой. Так, что еще? Ну, это у меня травки. Вот горох. Еще горох хочу посадить. Это вот такой вот эстрагон. Это опять руккола хочу подсеять. Ну, василек хочу еще посадить. Что у меня еще? Мяту надо посадить. И вот еще укропчик хочу подсадить. Это сегодня я сейчас быстренько посажу, друзья. Это мало чего, конечно. И я не смогла на рынке найти фасоль, которую люблю. Она такая, знаете, я ее называю Анютины глазки. Такая фасоль. Она половина белая, половина такая вот бордовая, наверное. Бывает такая толстенькая, очень вкусная фасоль и очень такая мясистая, можно сказать, крупненькая. И она сидичка. Вот хотела бы ее купить, но на рынке не нашла. И пока ее никакую не купила, фасоль, но мне надо купить несколько рядов, посадить фасоли. Если успею, еще сегодня посажу кукурузу обязательно. Вот, все, друзья. Огород меня пока радует. Морковка, конечно, не взошла. Но что поделать. Так, все, пошла дальше. Так, ну и вот, друзья, вот так вот в лунке по 3 семечка тыквенных я положила. По периметру понасадила везде здесь. Видите, сорняк, но я пока просто посадила, пока они зайдут. Я быстро опрыскиваю их гербицидом. Вспомнила, что это такое после того, как выключила камеру. Короче, я немножечко сделала лунки такие здесь, подрыхлила их. Здесь, во-первых, ничего не росло, земля должна быть хорошая. Когда-то здесь у меня была малина, но она выдохлась. Вот, полила сначала лунки водичкой. Ага, сюда ничего не кинула. Сейчас сюда тоже закину 3 семечка. Теперь быстренько закопаю. Так, друзья, значит, я посадила уже тыкву. И там посадила. И вон в том конце огорода посадила. Посадила 2 ряда кукурузы. Вон с той стороны посадила кукурузу. И теперь вот на этом участочке у меня ничего нет. С этой стороны, видите, редисочка. И с той стороны вот редиска, ну, зелень. Мелочь посажена. А это вот лежала пустая. Прополола. Теперь буду делать вот тут вот грядочки. И посажу еще там укропчик. Короче, что еще? Листья салата. Ну, кое-что посажу еще. И у меня осталось теперь посадить еще кабачки. Это из семян. Но у меня еще очень хотела посадить рассаду. Хотя бы вот рассаду капусты. И переросшие помидоры. И немножко баклажанчики у меня выросли очень хорошо. Вот хотела посадить их, вряд ли успею. Но не знаю, уже 5-й час. Мне надо еще готовить. Не успеваю. Ну, посмотрим, друзья. Ну вот, не удержалась все-таки. Хочу посадить немножко капусту, баклажанчики и помидорчики в вот этих 3 рядах. Понемножечку посажу. И побегу быстро. Уже времени нет, действительно, надо готовить ифтар. Вот я, ну, это ряды, как видите, но я все равно выкопала лунки, чтобы было поглубже. И пролила их хорошенечко водой. И вот теперь буду высаживать. Не принесла штатив, жалко, можно было бы поставить штатив и снимать, но не сегодня, как-нибудь в следующий раз. Так, ну вот, друзья, посадила, как видите, капусточку, которая побольше, которая поменьше. Ну вот, посадила ее, посадила еще горький перец, он немножко перерос, и у меня еще перерос болгарский немножечко есть, и помидорчики, но не успею. Видите, посадила баклажанчики, но поменяла перепутала и местами, ну, неправильно посадила. Короче, надо было перец сюда, короче, баклажаны, где перец, а перец там, потому что для баклажан я делала лунки пореже, но потом только вспомнила, когда посадила. Мне кажется, все-таки баклажаны слишком рядом. Что теперь поделать? Все, не буду больше трогать. Времени в обрез, уже 5 часов. Скоро, наверное, точно не знаю, потому что когда я начинала, было уже без 15-5, скорее всего, уже 5. Пролила еще раз после посадки, и теперь пойдемте готовить уже, наверное, ужин. Потому что, ну, 2,5 часа, правда, но как раз в это время мне надо уложиться. Так, ну и вот, друзья, с огородными работами справилась на сегодня. Переоделась, немножко запачкалась, пока сажала рассаду.
Покормила свою птицу перед тем, как что-то я сейчас здесь буду делать, пока, как только приготовлю, мне уже надо будет их и собрать, чтобы завести свою кладовку. Так, сегодня хочу, друзья, у меня на первое есть там чечевичный суп. Я еще вчера варила, если честно, он у меня остался не очень-то. У меня, как я говорю, мы любим первые блюда, но все равно понемножечку все-таки едим, чтобы как-то желудок не был постоянно приучен, тем более, когда сейчас держим пост. Значит, хочу приготовить куриные, не буду долго говорить, куриные желудочки, значит, в сметанном соусе с грибами. Нам очень нравится это блюдо, и с ними на гарнир будет пюре. Пока я кормила птицу, желудочки я отварила. Можно не отваривать, можно просто потушить в собственном соку в сковороде. Но я отварила, чтобы они были все-таки помягче, потому что у нас мама не может, и в принципе и мне нужно, чтобы было помягче. Так, значит, на пюре картофель у меня уже почти сварился. Что нам для этого нужно? У меня где-то было, килограмм, может быть, килограмм этих куриных желудочков, полкило, грамм 400 грибов, шампиньонов свеженьких. Я с них сняла шкурку, нарезала, как видите. 2 луковицы средние, 1 морковь, чесночок, зелень, укропа. И нужна сметана, я забыла ее поставить. Но сейчас принесу тоже сметанку. И прежде чем что-то делать, мы сначала начнем. Сначала зажарим куриные желудочки. Постоянно забываю название этих желудочков. Так, ну и вот, друзья, как видите, желудочки хорошенечко я прожарила. Теперь добавим сюда морковочку и лук. Морковку я вот такими вот мелкими кубиками нарезала. У меня специальная овощерезка такая есть, которая режет мелким и крупным кубиком. Теперь обжарим лук и морковку до готовности, а тем временем отдельно пожарим грибы и потом соединим. Потому что от грибов бывает жидкость уходит на сухой сковороде. Обжарим их. Так, сейчас немножко для украшения оставлю. Все-таки и украшать красиво тоже никто не отменял. Так, вот эти вот сначала обжарю, а потом те целиком немножечко. Так, мой телефон, как всегда, звонит. Так, друзья, значит, процесс обжарки продолжается, грибы тоже жарятся. Теперь я посолила, теперь чуть-чуть поперчу красным перцем и черным перцем. Как видите, тут почти лук готов. Сюда же теперь добавим грибочки наши. Грибов можно было бы и побольше, наверное, но у меня больше не было. Это осталось еще с тех пор, когда мы гостей встречали. Так, теперь нужно столовую ложку муки. Сюда. Минутку немножко обжарим. Эти потрошки куриные у нас тут рядом бойня, я уже говорила, кто со мной первый раз, тот, наверное, не знает, что рядом со мной есть бойня, где режут
кур бройлеров. Буквально 5 минут, в 5 минутах ходьбы от меня. И куры сейчас у них там не очень дорогие, друзья. Подешевели куры, не знаю, как у вас. У нас вот у них по 330 рублей курица. И я, правда, не покупала давно, но Танзила звонит и говорит, что она уже третью партию у него по 15 штук покупает. У нее заказы огромные на эти куриные рулеты, на куриные котлеты разные, ну, на все, на шашлыки. Она уже делает, замораживает, на замороженные у нее там спрос идет. Она говорит, мама, они хорошие, нормальные куры. А потрошки у них по 60 рублей. Ну, это я для того, кто, может быть, кто в Кантышево, кто в Далаково живет. Может, нужно. Потому что 60 рублей за килограмм, это небольшие деньги. Так, теперь добавим 1-2 столовые ложки сметаны. Сметана у меня, друзья, домашняя. Кипяточек. Нужно сразу добавить кипяток. Так, убавлю огонь. Сейчас добавлю кипяточек. Ну и минут 5-10 так потомим под крышкой, чтобы все это соединилось. Хотя почти все уже готово. Но пусть потом потомится немножечко. 5-7-10 минут. Так, как я сказала, я уже поперчила, посолила. Все сделала. Вот такая вот будет подлива с пюре. Сейчас я буду делать дальше пюре уже. Так, и, друзья, вот теперь на этой стадии мы будем добавлять чесночок. Два-три зубчика чеснока. Вот так вот. Ну, в принципе, можно сразу и зеленушку. Это я просто на блюдо. И теперь буквально 3 минуты, 2-3 минуты, чтобы чеснок тоже дал свой аромат, свой вкус и приготовился. Все. Я больше не могу добавлять сметану. Если бы сметана была не домашняя, то, наверное, соус все-таки был бы белее. Но еще и из-за грибов он такой темный получился. Домашнюю сметану добавить, оно почти как масло превратилось у меня. Хотя только сегодня утром я сепарировала его. Так, ну все. Пусть томится. Ну и вот, друзья, блюдо наше готово. До азана осталось очень мало времени. Я просто одно наложу. Очень бюджетно, очень вкусно. Правда, я еще не пробовала, конечно, но чувствуются ароматы вкуса. Так. Сейчас я немножечко украшу, как бы.
Ну и вот, друзья, очень вкусное, бюджетное и вроде бы красивое блюдо я приготовила сегодня для своей семьи на ифтар. Приготовьте вы тоже. И мне кажется, ваши родные будут вам благодарны. Ну, и, естественно, кто любит куриные желудочки и грибы. А есть такие, которые и не любят это. Ну, вот так вот, друзья. Ну и вот, друзья, на этом я сегодняшний свой влог закончу. Но прежде хочу сказать, Галя, тебе большое спасибо за вот этот вот штатив, можно сказать, стреножку такую. Она мне очень пригодилась. Забываю тебе сказать это в WhatsApp, в личке. Я вот так вот устанавливаю телефон, здесь мою посуду, смотрю там блогеров своих или еще что-то, или какой-нибудь фильм. Тоже даже когда вот сижу там за столом, что-то делаю, тоже вот так вот подставку делаю для него. Ну и при съемках тоже она очень удобная. Вот так вот, Ибрагим даже сюда подвешивает его иногда, можно скрутить, раскрутить. Очень удобная штука. Галя, большое тебе спасибо. Ну и вот, друзья, сегодня я закончу свой влог. У меня есть еще немножко времени, чуть больше получаса даже, потому что блюдо было быстро приготовлено. Готовьте. Это очень вкусно, это очень быстро. И, друзья, еще раз большое вам спасибо всем новым, кто просто зашел. Комментарии, которые вы пишете, огромное вам спасибо. И, друзья, если кто-то смотрит из тех, кто писал мне в комментарии, почему бабушки нет во главе, ну, почему бабушки нет за столом. Друзья, во время ифтара все должны сесть. У меня так получилось, мы просто не сообразили, накрыли только один стол. А надо было, чтобы накрыть два стола, чтобы мальчики были отдельно, а женщины отдельно. Ну, мы бабушку, мои заловки только так и хотели, приглашали, но она не согласилась, потому что парням бы, пацанам бы, мне было бы удобно сидеть с бабушкой. Просто из-за этого. Потом бабушка к нам присоединилась, вернее, когда мальчики ушли. А так мы ее заранее и накормили всем, и угостили, и она с нами на кухне сидела, и малыша укачивала Мадинкиного, была всегда в процессе. Но как-то, я не знаю, мы в этой спешке не успели ее и снять. И еще когда я же вам сказала, что монтирую я, а из огромного шлейфа этих съемок я не смогла что-то вот как-то вырезать, срезать, я не умею это делать, поэтому было вот так вот. Бабушку я еще буду много снимать, вы ее увидите, просто чисто из этих соображений, что она ни в какую не захотела, хотя даже мальчики упрашивали, что ничего нам, но она не захотела, чтобы просто не стеснять парней, только в этом случае. Вот так вот, друзья, на этом все. Я вас еще раз благодарю, кто держал пост. Я надеюсь, наш пост и наши молитвы, и наши дуа Всевышний примет. На этом все. Вот так вот прошел мой сегодняшний день. Ну, как-то так.